Кокташ – живописное село Харасу-Базарского района, окруженное горами. Впервые село упоминается в 1868 году в Османском реестре земельных владений, а затем в камеральном описании Крыма за 1784 год, судя по которому Кокташ входил в ширинский кадылык Кефинского каймаканства. До депортации здесь проживало более 80 семей, преимущественно крымские татары. Местные жители занимались сельским хозяйством, выращивали табак. В этом селе исконно жили крымские татары. Они занимались табаководством, животноводством, виноградарством. Здесь были хорошие сады. И все это принадлежало до революции Ширинске. После депортации крымских татар село Кокташ пришло в запустение. Но после возвращения народа из мест ссылки село снова начало оживать. Зекий Османов проживает в Кокташе с 1977 года. Здесь родились его предки. Отец родился, дед родился, прадед в этой деревне родились. Ну, то есть, можно сказать, если не считать, что мать белогорская, то я коренной. Родной брат моего деда был имамом в этой мечети. Арбузы, дыни выращивали, сад. Мы когда приехали, я еще помню, деревья, наверное, поперечники сантиметров 50 груши были. Старый сад, вот, где развалины местного, скажем, кто он, бай был, наверное, кто, а там рядом сад был. Русские все попилили. Мы его сейчас, это место называем Абрикосник. Там такая бера росла. Я сливы такой сейчас не вижу. Нигде на рынке я не вижу, не встречаю такая слива, крупная, сладкая. Такого нету. Вот мы приехали в 1977 году, бера еще давала, урожай давала. Пока ее, скажем так, не выпилили. До депортации в селе Кокташ действовала крымско-татарская школа, была своя мечеть, датируемая 1895 годом. Спустя десятки лет с помощью меценатов и местных жителей ее восстановили. В селе было около 6-7 родников, из них сохранился лишь один. Мы приехали раз, два, три, 4, 5. Вот 5 родников я помню. Они исчезли. Их уничтожили. А вода вкуснейшая была. Наша вода очень вкусная. Из-под шапки густого леса, подобно верхушке айсберга, возвышается гора Кокташ, от которой, судя по всему, и произошло название села. В 1948 году его переименовали в Синекаменку. Это прямой перевод названия с крымско-татарского языка. И там наверху бьет родник. Там пещерка есть, это высота 4, от деревни над уровнем моря находится на 450, а там вот и высота этой скалы, ответственная сторона 80 метров. На ту сторону, если выйти, там бьет родник. И это, я думаю, за счет этой скалы название этой деревни. Тут два варианта. Кок – это небо, и кок – это голубой. Или небесный камень, или небесный это, или голубой камень. Сегодня в селе Кокташ проживает около 150 семей. 100 из них – крымские татары, возрождающие землю своих предков.